В Якутске продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. По данным Якутскэнерго, на сегодняшний день 319 объектов столицы уже получили акты готовности. Всего их более 3500. При этом многие собственники имеют миллионные задолженности перед поставщиком услуг. Продолжит Вильян Бояркин. Многие должники не платят за теплоэнергию долгое время. Энергосбыт Якутскэнерго вправе ограничить потребление энергоресурса после первого же предупреждения. Якутскэнерго вынуждена вводить ограничения, в том числе и полные ограничения подачи тепловой энергии, так называемые отключения видимым разрывом. То есть это особо такие у нас неплательщики, которые имеют задолженность более 2 периодов. На сегодня в Якутске отключено более 50 потребителей, злостных неплательщиков. Их общая задолженность превышает 40 миллионов рублей. Для многих мера по ограничению является толчком для оплаты долга. Абоненты на связь не выходят, не сотрудничают, и вот крайняя мера вынужденная получается. А сколько раз вообще человек уведомляется перед тем, как его отключат? По закону полагается 1 раз, но у нас как мы 2-3 раза все равно с ними работаем, предлагаем разные варианты. Энергосбыт всегда готов пойти навстречу потребителям, которые не смогли сразу оплатить за теплоэнергию. Потребитель может заключить соглашение о реструктуризации долга. По условиям договора ему необходимо погасить треть суммы задолженности и оплачивать текущее потребление энергоресурса. Граждане кооперативы самые злостные неплательщики перед Энергосбытом. По состоянию на 1 августа их долг составляет 27 миллионов рублей. Кроме того, ни один из них на сегодняшний день еще не получил акта готовности к отопительному сезону. До начала отопительного сезона осталось меньше месяца. На сегодня к запуску тепла готовы только 15 медицинских, 2 культурных учреждения и 258 многоквартирных домов. Остальные еще не получили акты. Объекты правоохранительных органов, УФСИН, Минобороны, МВД, тоже низкая готовность. Ну, самое главное у нас, конечно, это низкая готовность на сегодняшний день пока. Это объекты частного сектора. Оплатить свои долги перед Якутскэнерго можно в любом банке через расчетный счет в кассах Энергосбыта или в личном кабинете на сайте компании. За реструктуризацией долга обратиться можно по адресу Федора Попова, 14/2. Вильян Бояркин, Павел Пшенников, Вести, Якутск.